Осень, в 1937 году нас с Дальнего Востока, корейцев, как говорится, насильно запихали в эти вагоны, в которых скот возят товарные, и везли не знаю куда. Везли потом по пути группами людей оставляли, особенно на территории Казахстана. Вот, людей группами. А нас вот привезли в Атырау. Тогда Гурьев был. Вот в Гурьев привезли, город небольшой, весь земляные домики такие были, мазанки. Вот. И нас приняли как своих. Никто нас не чуждался. Сами жили казахи бедно. Ну, во всяком случае, жили в этих мазанках, и всех нас приютили. Вот. Потом кого отвезли в колхозы корейцев, часть корейцев отвезли в колхозы, где корейцы создали рисовые совхозы. Вот. А часть корейцев вот от нас осталась в городе. Вот. В городе, значит, вот, нас приняли как своих. Взрослые, значит, обустроились на работу. Мы пошли в школу наравне со всеми детьми-казахами. Вот. В школе учились мы дружно, и на улице мы дружно жили с казахами. Никто из ребят нас не чурался. Вот. Так мы выросли, собственно. Кончила школу, кончила учебное заведение, потом пошла работать учителем русского языка в казахские классы. Жила в Каракумах, жила в Таушике и училась сама казахскому языку. Дети меня учили казахскому языку, а я их учила русскому языку. Вот так, собственно, я и стала жить, и приобрела новую родину, которая мне дала возможность и жить, и учиться, создать семью, воспитывать детей. Благодарна этой родине, которая по сегодняшний день заботится обо мне. Пенсия у меня хорошая, друзей у меня много, казахов. Вот, с соседями я живу хорошо, дружно. Поэтому я благодарна этой второй родине. Собственно, первую я не помню родину. Вот, я помню вот эту нашу родину, Казахстан. И дети мои всегда считали, родина их не Казахстан. Поэтому благодарна я правительству, благодарна народу за то, что я на этой земле живу как свой человек.